بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Сегодня Всевышний Аллах Азза ва Джаль в Коране говорит: сегодня я завершил для вас, я усовершенствовал для вас вашу религию и довел до вас свою милость, и я доволен для вас религией ислам, говорит Всевышний Аллах. То есть относительно этого аята вчера мы говорили, и также мы сказали, что приведем 10 вопросов или же 10 дел касательно этого аята, или же 10 дел, вокруг которых, можно сказать, крутится весь этот мир. То есть эти слова были из слов шейха Мухаммада аль-Амина Шинкити рахимахуллах. И вчера в конце мы говорили про первое, это ат-таухид, единобожие. Единобожие Аллаха Азза ва Джаль в господстве, единобожие Аллаха Азза ва Джаль в поклонении, и единобожие Аллаха Азза ва Джаль в его именах и атрибутах. И сегодня, иншаллах, мы поговорим о втором деле, или же втором вопросе, это аль-ва'зу, это наставление, или же проповедь, можно сказать. Ученые ислама, рахимахумуллах, ва хафиза ман ахья минхум, ученые ислама, они единогласны в том, что самой большой проповедью, или же самым большим наставлением для человека является то, что каждый человек представляет себе, что Аллах Азза ва Джаль следит за ним. То есть, что Аллах Азза ва Джаль всеслышащий и всевидящий. То есть, это в первую очередь для человека является самым большим наставлением, чем любые наставления, чем любые другие наставления. И также ученые приводят в качестве примера: представьте себе правителя или же представьте себе короля, который обладает большой силой, у которого есть очень много армий. Правитель или же король, который в качестве наказания убивает очень много людей, то есть льет кровь просто рекою. И палачи этого короля, то есть они всегда стоят над людьми, чьи мечи даже не протекают кровью, то есть до такой степени он много убивает людей в качестве наказания. И представьте себе, у него есть дочери, у него есть жены, и кто бы из присутствующих людей, зная этого короля, зная этого правителя, посмел бы посягнуть на его семью, посмел бы посягнуть на его дочерей или же жен, то есть посмел бы посягнуть на его границы. И зная это, понимая это, валилляхи л-масалу л-а'ля, то есть Аллаху Азза ва Джаль самые высочайшие атрибуты и качества, которыми можно описать кого-либо. И Аллах Азза ва Джаль, ведь Аллах Азза ва Джаль является самым сильным, Аллах Азза ва Джаль является самым величественным. Аллах Азза ва Джаль может, то есть Аллах Азза ва Джаль следит и знает все, что происходит, все, что делают его создания. И даже листок из дерева не падает, кроме как Аллах Азза ва Джаль знает об этом. И если человек будет понимать это, разве он будет ослушаться Аллаха Азза ва Джаль? То есть если человек будет вникать в это, будет полным разумом понимать все это, то есть ясно будет знать это все, разве он будет ослушаться Аллаха Азза ва Джаль? Разве он будет пренебрегать тем, что повелел Аллах Азза ва Джаль? То есть, зная своего Господа Азза ва Джаль, своего Господа Аллаха Азза ва Джаль, любой верующий человек, который знает его должным образом, как минимум постарается усовершенствоваться в религии, как минимум постарается не грешить, или же хотя бы делать таубу из-за того, что он делал, и больше не идти к этим греховным делам. И Аллах Азза ва Джаль разъяснил нам суть, разъяснил нам
суть создания его созданий, то есть его созданий. И Аллах Азза ва Джаль говорит в Коране: «Вахуа аллади халака ас-самавати вал арда фи ситтати аями ва кана аршуху аля ма лияблювакум айюкум ахсану амаля». Всевышний Аллах говорит: поистине Он тот, который создал небеса и землю в течение 6 дней. Ва кана аршуху аля ма, в то время, когда его трон был над водой. Лияблювакум айюкум ахсану амаля, чтобы испытать вас, кто из вас делает более лучшим свои поклонения, то есть свое поклонение Аллаху Азза ва Джаль. И в этом аяте Аллах Азза ва Джаль не говорит, что чтобы испытать нас, кто из нас больше сделает поклонение. Однако, лияблювакум, яни ман ахсану амаля, кто из вас лучше делает поклонение Аллаху Азза ва Джаль. И также Аллах Азза ва Джаль в другом аяте говорит: «Аллади халака аль-маута валь хаята лияблювакум айюкум ахсану амаля». Аллах, Он тот, который создал смерть и жизнь, чтобы испытать вас, кто из вас делает лучше поклонение Аллаху Азза ва Джаль. «Вахуа аль-азизу аль-гафур», поистине Он является величайшим и милостивым. То есть, понимая это, мы должны знать, что наше поклонение, в первую очередь Аллаху Азза ва Джаль, оно должно включать в себя не множество поклонений, в первую очередь, а качество поклонения. То есть, чтобы наше поклонение было искренне ради Аллаха Азза ва Джаль. И каждый человек сам лучше знает себя, делает ли он поклонение Аллаху Азза ва Джаль искренне или же нет. Делает ли он поклонение Аллаху Азза ва Джаль на показуху или же ради Аллаха искренне. И второе, чтобы это соответствовало сунне пророка, алейхиссалату вассалям, то есть чтобы это соответствовало тому, что было ниспослано Аллахом Азза ва Джаль, и то, что до нас довел пророк, алейхиссалату вассалям. И эти два аята также являются объяснением значения другого аята, в котором Всевышний Аллах сказал: «Вама халактуль джинна валь инса илля лиябудун». Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне, говорит Аллах Азза ва Джаль. То есть Аллах Азза ва Джаль в этом аяте говорит, что Он создал джиннов и людей, чтобы они поклонялись Аллаху Азза ва Джаль. И объяснение этого аята, те два аята, про которых мы говорили до этого, то, что Аллах Азза ва Джаль нас также создал, чтобы испытать нас, кто из нас является, кто из нас делает свое поклонение искренне ради Аллаха Азза ва Джаль, кто его делает лучшим образом. И когда Аллах Азза ва Джаль создал свои творения для того, чтобы они поклонялись только Ему одному, и чтобы их поклонение было искренним ради Аллаха Азза ва Джаль, Всевышний Аллах Азза ва Джаль также ниспослал своего ангела Джибриля, алейхиссалям, чтобы он также разъяснил, каким образом должно быть это, то есть поклонение Аллаху Азза ва Джаль. И в длинном хадисе, который передал Умар радийаллаху анху, когда Джабраил, алейхиссалям, спросил у пророка, алейхиссалату вассалям: «Ахбирни аниль ихсан», расскажи мне про ихсане, то есть то, что про благодеяние, расскажи мне про благодеяние. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ему, чтобы «Ан та'буду Аллаха кааннака тараху, фа иллям такун тараху, фа иннаху ярах». Ихсан, благодеяние, это то, чтобы ты поклонялся Аллаху Азза ва Джаль, как будто бы ты его видишь. Даже если ты его не видишь, поистине Аллах Азза ва Джаль видит тебя. И также, когда мы читаем Коран, какую бы страницу мы ни прочитали, какую бы страницу мы не перелистали бы, мы можем найти именно все эти качества Аллаха Азза ва Джаль, то есть качество Аллаха, что Он всегда наблюдает за своими рабами, что Аллах Азза ва Джаль всевидящий и всеслышащий. И в множество аятах, как Аллах Азза ва Джаль говорит: «Валакад халакна аль-инсана ва на'ламу ма туwaswisu bihi нафсу». Аллах Азза ва Джаль говорит: мы создали человечество, ва на'ламу ма туwaswisu bihi нафсу. Также знаем, что ему
что ему шепчет или что ему диктует его душа. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, говорит Аллах Азза ва Джаль. И мы являемся ближе к нему, чем его яремная вена, говорит Аллах Азза ва Джаль. То есть то, что может быть ближе к человеку, это его яремные вены, которые находятся на шее. То есть Аллах Азза ва Джаль говорит, что он ближе даже, чем эти вены находятся к своему рабу. То есть Аллах Азза ва Джаль видит все, Аллах Азза ва Джаль наблюдает за всем. И даже нету ничего, что считает человек скрытным, чтобы оно скрылось от Аллаха Азза ва Джаль. И также в другом аяте Аллах Азза ва Джаль говорит: وَمَا يَلْفِزُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. И он не произносит даже ни слова, даже не успеет произнести слово, как у него уже будет готовый ангел записать то, что он сказал, говорит Аллах Азза ва Джаль. И зная это, то, что Аллах Азза ва Джаль наблюдает за своими созданиями, то, что Аллах Азза ва Джаль всевидящий, всезнающий, то, что сила Аллаха Азза ва Джаль является великой, что Аллах Азза ва Джаль скор в расчете, что Аллах Азза ва Джаль наказывает так же, как и может помиловать своих рабов, то есть это по желанию Аллаха Азза ва Джаль. Зная все это, разве человек будет грешить, разве будет ослушаться Аллаха Азза ва Джаль? «Инна батша раббика лашадид», говорит Аллах Азза ва Джаль, поистине хватка твоего Господа является сильной, то есть Аллах может хватить всех, кто будет ему ослушаться Аллаха Азза ва Джаль сильной хваткой. И зная это, человек будет стараться как можно больше поклоняться Аллаху Азза ва Джаль и достичь довольства Аллаха Азза ва Джаль. Какие бы поклонения большими бы не были, то, что он делает, то есть он никогда не будет считать, что этого ему достаточно. Более того, он будет каждый раз, каждый свой день пытаться усовершенствовать себя в поклонении Аллаху Азза ва Джаль. И также рассказывается, что один человек, когда захотел сделать прелюбодеяние с одной женщиной, женщина, которая отказывала ему, он зашел с ней в дом и приказал ей, чтобы она заперла. То есть, когда она сказала, что все люди тебя знают, то есть, как ты был благочестивым человеком, знали тебя как человеком, который знает хадисы, который знает Коран, как ты можешь требовать от меня, то есть, эта женщина сказала ему, как ты можешь меня требовать, это прелюбодеяние, то есть, то, что является большим грехом. И этот человек сказал ей: закрой все двери этой крепости, сказал. Когда она закрыла все двери, и этот человек приблизился к ней, она сказала ему: я закрыла все двери, кроме одной двери. И тот спросил: какую дверь? Она сказала: дверь между тобой и Аллахом Азза ва Джаль. То есть это дверь, которую никто никогда не сможет закрыть. И после этих слов этот человек отстал от этой женщины и покаялся. И также, как мы знаем, история про 3 человек, которые остались в пещере, когда они остались там на ночь, и большая скала закрыла им выход. То есть эти 3 человек начали делать дуа Аллаху Азза ва Джаль, упоминая свои благие дела. То есть они делали тавассуль, посредничество посредством своих благих дел. И одно из этих дел было то, что один из этих людей сказал, то есть он говорит: у меня была дочь моего дяди, которую я любил больше всего на свете. И она противилась ему. И когда был засушливый год, эта дочь его дяди пришла к нему, чтобы попросить у него денег. На что он сказал ей, что даст ей 100 дирхамов, если она позволит, то есть совершить с ней прелюбодеяние. И когда она согласилась из-за своего положения, но однако, когда этот человек уже приблизился к ней, и когда он оказался между ее ног, она сказала: побойся Аллаха Азза ва Джаль, побойся Аллаха разрушить эту печать, кроме как со стороны того, что дозволил Аллах Азза ва Джаль. И то есть, когда она сделала ему это напоминание, он вспомнил, что Аллах Азза ва Джаль видит все. Он вспомнил, что Аллах Азза ва Джаль все знает.
и он оставил это дело, то есть и он говорит, я отдал ей все эти дирхамы и не приблизился к ней. И это указывает нам на то, что человек, в первую очередь, самая большая проповедь для человека, чтобы он понимал, чтобы он всегда внушал себе, что Аллах Азза ва Джаль наблюдает за ним, что Аллах Азза ва Джаль видит его и все слышит, и не скроется от Аллаха Азза ва Джалля ничто, что бы он не делал и как бы он это не сделал. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.